Доброе утро, дорогие друзья! Сегодня, в преддверии дня рождения Геннадия Николаевича Айги, проходит круглый стол «Айги продолжается». Будем говорить о состоявшихся за прошедший после юбилея год событиях, изданиях, публикациях, книгах, о праздновании дня рождения Геннадия Николаевича в этом году и о планах, связанных с его именем. Представим участников круглого стола. Его ведущий Атнер Петрович Хузангай, филолог, литературный критик, публицист, кандидат филологических наук, близкий друг и исследователь творчества Геннадия Айги. Виталий Григорьевич Родионов, ведущий научный сотрудник Чувашского государственного института гуманитарных наук, доктор филологических наук, профессор, заслуженный деятель науки Чувашской республики и Российской Федерации, исследователь творчества Геннадия Айги. Надежда Сильвестрова, руководитель музея чувашской вышивки, хранитель, исследователь и популяризатор творческого наследия поэта. Олег Улангин, художник, близкий друг и единомышленник Геннадия Айги, активный пропагандист его творческого наследия. Татьяна Николаева, заведующая отделом редких книг из зала Геннадия Айги в Национальной библиотеке Чувашской республики. Передаю слово ведущему Атнеру Петровичу. Атнер Петрович, скажите, какие самые значительные события, связанные с именем Геннадия Айги, произошли за этот год, последующий после юбилейного года? Ну, прошлый год был очень таким насыщенным, потому что исполнилось 85 лет со дня рождения нашего поэта, выставки, издание книг, конференция международная прошла и так далее. Вот, ну, я думаю, что то, что мы говорим сейчас, Айги продолжается, он продолжался в прошлом году и, наверное, будет в этом году продолжаться, будут выходить новые книги. Вот вышел такой ко дню рождения, сказать, ну, в прошлом году такой том, 4-й том собрания сочинений, который издает наше чувашское книжное издательство. Здесь собрана его проза, ну, проза в кавычках, это интервью, разговоры, его отдельные статьи разных лет, там, начиная с самых ранних и так далее. Вот. Была конференция «Культурное и поэтическое пограничье, безграничье творчества Геннадия Айги», международная конференция, было много интересных выступлений разных участников из Италии, из Германии, из США, там, ну, наших айгистов, понятно. Была замечательная выставка «История книги. Отмеченная зима». Вот инициатор, куратор этой выставки был Олег Улангин. Я ему передаю слово. Я сразу хочу передать слово Надежде Сильвестровой, потому что именно Чувашский национальный музей провел эту выставку, организовал ее, позволил ее осуществить. Так что хотелось бы услышать. Да, во-первых, именно в Чувашском музее, в Чувашском национальном музее был такой большой потенциал, чтобы сделать и показать такую выставку. У нас хранится огромный, богатый фонд Николая Друникова, художника, который проживает в Париже, и который сохранил архив Айги, который мы привезли, и, наконец-то, в полной мере, ну, как бы сказать, могли показать это. В этом проекте «Отмеченная зима» 1982, история издания книги, потом мы смогли сделать вот такой вот альбом-каталог. Здесь все у нас отражается. На самом деле, кто смотрел, кто видел, это богатый материал, охватывающий, можно сказать, такой цикл 10 лет, конец 60-х и начало 80-х, да, но там вмещается все, и становление Айги, и его друзья, окружение, и как издавалась именно эта книга. Ну, об этой книге «Отмеченная зима», наверное, наслышаны все, которая вышла в Париже в издательстве «Синтаксис» в 1982 году. Хочу сказать, что эта выставка была не только у нас в Национальном музее, потом эту выставку мы смогли показать в Доме русского зарубежья имени Солженицына в Москве. Об этом Олег Аркадьевич потом, наверное, подробнее расскажет. Потом мы эту же выставку, этот же проект представили в Батырево в культурно-досуговом центре.
Тоже выставка хорошо работала. Вот это итог этой выставки. Айги сам говорил, что всегда должен оставаться итог в бумажном виде. Вот этот итог у нас есть. И мы, конечно, планировали вести эту выставку и в Нижний Новгород, и в Казань, но в связи с этими сложными ситуациями в последнее время у нас не получилось. Но надеемся, планируем все-таки эту выставку вывести в Санкт-Петербург, и думаю, может, это получится. Олег Аркадьевич, расскажите подробнее, пожалуйста, что происходило в Доме русского зарубежья. Это было очень интересно. Я вот хочу пару слов сказать, потому что вот хотя эта выставка называется «История одной книги», на самом деле там гораздо шире представлен вот как бы начальный период становления Айги как поэта, вообще там и его круг окружения, художники, композиторы и так далее. Вот поэтому вот это издание этой книги – это своего рода такой путеводитель, скажем, по творчеству Айги, ну, вот, начиная с ранних лет, так сказать, конец 50-х, начало 60-х годов, до издания, скажем, этой книги, 82 год. Ну, эта выставка получилась в Доме русского зарубежья благодаря помощи, благодаря, в общем-то, помощи и благодаря помощи и поддержке, да, благодаря помощи и поддержке Натальи Дмитриевны Солженицыной, вдовы Александра Солженицына. Дело в том, что Наталья Дмитриевна была в свое время знакома с Геннадием Николаевичем, и когда мы предложили ей организовать эту выставку в Доме русского зарубежья, а Наталья Дмитриевна является одним из кураторов этого дома, она тут же согласилась, познакомила меня с директором Дома русского зарубежья и вот попросила эту выставку помочь организовать. Вот. И эту выставку мы показали как раз в прошлом году. Вот. Эта выставка пользовалась, в общем-то, большим успехом. Друзья Геннадия Николаевича, вот, прежде всего художник и автор, кстати, обложки вот этой книги «Отмеченная зима», Игорь Макаревич очень высоко оценил эту выставку. Из Варшавы приехала дочь Виктора Ворошильского, старого друга Геннадия Николаевича, Наталья Ворошильская, она тоже, в общем-то, высоко оценила эту выставку. И, в общем-то, действительно выставка состоялась на таком хорошем, большом уровне. Вот. А в рамках этой выставки мы провели также ряд мероприятий. Вот. Был поэтический вечер, на котором присутствовали и выступали московские поэты, друзья и сподвижники Геннадия Николаевича. Был вечер музыкальный, который провел также вот друг Геннадия Николаевича, это пианист, преподаватель Московской консерватории Иван Глебович Соколов. Вот. И также отозвалась наша чувашская диаспора города Москвы, которая также приняла участие в закрытии выставки. Вот. И был такой концерт небольшой они организовали, и тоже очень тепло встретили эту выставку. Вот. Кроме этого, в Москве же были проведены в рамках года Айги в Третьяковской галерее были проведены 3 вечера Айги. Вот. Первый вечер был связан Айги и музыка, вот, на котором выступил известный и один из знаменитейших, что сказать, пианистов, это Алексей Любимов. Вот. Также в этом вечере приняли участие поэты, это Владимир Арестов, Ольга Седокова. Вот. Кроме этого, также в Третьяковской галерее мы провели вечер, посвященный Айги и кино, на котором выступила Марина Разбежкина и Алвис Превис, и они показали фильм Марии Разбежкиной как раз об Айги. Вот. А Алвис Превис, он был оператором фильма «Алран Кайми», вот он поделился воспоминаниями о съемках этого фильма. Вот. И был вечер, связанный с поэзией Геннадия Николаевича, вот, который также прошел, в общем-то, в Третьяковской галерее, и также он был, так сказать, очень интересным. Вот. И
все эти вечера были организованы благодаря Ирине Горловой. Она заведует отделом новейших течений Третьяковской галереи. Вот. Но потом как бы эстафета передалась Санкт-Петербургу, и в Санкт-Петербурге вот силами художников питерских, галеристов питерских мы организовали выставку «Светом в свет», на котором были показаны работы друзей иностранных художников. Вот. И на этой экспозиции также были показаны работы питерских художников, которые вот откликнулись на эту выставку и также показали свои работы. Вот. Ну и, так сказать, изюминкой, что ли, этой экспозиции, или, таким гвоздем экспозиции в буквальном переносном смысле явились работы немецкого художника, известного немецкого художника, знаменитого, это Гюнтера Юкера. Вот, он представил 2 серии работ, связанных как раз с творчеством и посвященным творчеству Геннадия Николаевича Айги, который он буквально выполнил накануне, в 2018 году. Вот. Позже эту выставку мы перевезли в Чебоксары и показали ее вот, в рамках празднования 85-летия Айги в Чувашской национальной библиотеке. Тут можно добавить, вот в издании книги «Отмеченная зима», ну, оно, собственно говоря, произошло, потому что активное участие приняла Вероника Лосская, известная такая славистка, которая жила во Франции, исследовательница творчества Марины Цветаевой, там, деятелей русского зарубежья, культурных деятелей. И на открытии вот этой выставки в Доме русского зарубежья Вероника, дочь Геннадия Николаевича, вероятно, и названная в честь Вероники Луцкой, она родилась в 1983 году, книга вышла в 1982 году, читала фрагменты писем Вероники Луцкой, обращенных, отправленных на адрес Геннадия Николаевича, чтобы было такое соединение времен, скажем так. Да, совершенно верно. И можно еще добавить про организацию и подготовки выставки «Отмеченная зима», что очень активную и большую помощь оказали как раз друзья Геннадия Николаевича. Вот. Мы, кроме этого, ряд западных архивов, это вот архив, немецкий архив в городе Бремен, архив в Великобритании, Лидский архив, вот, передал для этой выставки ряд материалов очень важных. Вот, мы им, конечно, благодарны. Ну и друзья Геннадия Николаевича, это вот Виталий Амурский, вот, и потом, значит, дочь Ольги Явинской, Ирина, также вот она, Емельянова, да. Ирина Емельянова также передала нам очень интересный материал. Это кадры кинохроники, которые она снимала в конце 50-х годов. И в этих кадрах кинохроники как раз есть Айги. Вот это вот уникальные, конечно, кадры. Вот мы также их показали на выставке. Так что благодаря, конечно, вот этой помощи вот, была организована и получилась эта выставка. Ну, основа это все-таки архив Николая Егоровича Дронникова. Ему, кстати, 2 августа этого года исполнилось 90 лет вообще. Он, слава богу, жив-здоров, работает, так и все. Он как бы все это сохранил, вот и все письма, там, переписку там, и так далее. Так что он в этом смысле очень большой молодец. Да. Между двумя этими большими событиями, между выставками в августе и выставкой этой, которая прошла в Москве, было очень большое мероприятие, научно-практическая конференция, про которую уже Отнят Петрович сказал. Хотелось бы подробнее услышать о том, что было подготовлено к этой конференции, о материалах, когда будут этой конференции. Наверное, Виталий Григорьевич. Это я скажу, ага. Да. Здравствуйте. Так, ну, конференция в прошлом году была, все помнят. Очень хорошо провели, организовали. Спасибо организаторам, в том числе институт участвовал, наш гуманитарный институт.
Потом собирали материалы конференции. Вот в этом году, к концу года, выйдет сборник материалов конференции. Составитель Ирина Юрьевна Кириллова, она сейчас в отпуске, хотя она должна здесь участвовать, потому что я-то только свою статью представил. Ну, я издал такую брошюру Геннадия Айги в контексте чувашской литературной жизни второй половины XX века. Вот. Фото Владимира Петровича нет здесь, но я стою. И у Лангина нет тоже. Тогда эти годы они где-то в другом месте были. На конференции Айги. Первую конференцию провели мы. Это в каком году было? В Чувашском госуниверситете. Вот. Помнишь? Да. Кто ставит? Да? Вот это 97-й год был. 97-й, да? Да. 97-й год, да. Ага. Вот материалы конференции будут, конечно, но я хотел, конечно, по-чувашски выступить. Мы Айги всегда, как русскоязычного поэта видим. Но Владимир Петрович прекрасные слова сказал такие. Таков Айги. Он сотворяет русскоязычную поэзию, оставаясь чувашом, и пишет чувашские стихи, ощущая себя гражданином мира. Какие прекрасные слова. Его творчество – это чувашский мир, детство его прошло. Вообще, почему люди всегда любят и фильмы, и книги, которые читали в детстве? Вот, Чувашское радио сегодня, Туван радио, там день крокодилов день оказывается сегодня. И вот там говорят, что, значит, один выступил. Я, говорит, все-таки вот мультфильмы, которые сам был ребенком, в те годы видел, самые любимые мультики или фильмы и так далее, только вот, которые в детстве читал, видел и так далее. Вот Айги то же самое. Все впечатления, во всей голове, мозгу у него пропитано чувашским. Я помню, годы аспирантуры с Владимиром Петровичем постоянно и без него ходил, и с ним в основном. Домой, красное вино пили, но самое главное обсуждали, вот Алран Гаймягизов, и тоже, помнишь? У него дома обсуждали. Значит, был режиссер, как его фамилия, я сейчас не помню. Анатолий Сырых. Да, вот он был, Владимир Петрович, я был, и Айги. Вот обсуждали, сидели. И чувашскоязычный, именно чувашский Айги, мы его еще так не изучали, я думаю. Здесь, конечно, в этой книге в контексте чувашской литературной жизни это уже не чисто его творчество, просто его связи с чувашскими писателями, в первую очередь с Метой, с Васлей Метой, потом с Петром Зангаем. Вот такие связи, о этих связях говорю. Потом еще, когда в годы моего студенчества, это было в 1972 году, мы его пригласили на вечер венгерской поэзии. Даже фото есть. Вот этой книге есть фотокарточка, где Айги стоит и курит, по-моему. Хлебников, наш руководитель был, Геннадий Яковлевич, очень уважал Айги. И я, Айдаш, и я, как староста литературного объединения Сельджинанкова. Вот такие. Ну, я думаю, в дальнейшем в институте, в гуманитарном институте мы должны изучать действительно его творчество в комплексе, наверное. Не вот так отдельно чувашскоязычный один Айги, а русскоязычный другой Айги, а все-таки вот комплексы. Кто должен изучать? Кто не владеет чувашским языком, не может изучать комплексы. То есть и чувашскоязычный, и русскоязычный. Вот наши
специалисты, которые чувашскую литературу и русскую литературу прекрасно знают, владеют. Я думаю, они должны изучать на перспективу, мы планируем. Спасибо. Не, ну сейчас уже вот есть такой интерес именно к чувашской составляющей творчества айги. В Швеции в каком году вышла книжка переводов айги на шведский язык, именно чувашских стихотворений. Да. Там Микаэль Нюдаль был инициатор, но помогала ему Ева Николаевна Лисина с чувашским языком. Вот вышла там поэма «Черетебе», значит... Это да. зарубежные, Вот потом... зарубежные интересуются, вот, Именно. свои ответственные... Именно, потому что даже в русских стихотворениях его, русских стихотворений все время есть какие-то чувашские такие, где-то внутри, такие... Для освобождения чувашской культурой и языком, кто это изучит? Концепты, там, понятия, реалии какие-то там и так далее. Но они очень так, не то что зашифрованы, но там где-то спрятаны в глубине. Правильно. Поэтому вот эту чувашскую составляющую, то есть айги, конечно, он один. И делить не надо. Но эти составляющие, чувашские, русские, они как бы перекрещиваются между собой. И вот комплексы надо это изучать. Они не отдельно. Да, вот в чем главная проблема. Ну да. Ну, надо сказать, что к юбилею очень много было издано книг Геннадия Айги, в том числе и переводы на итальянский язык, вышли. Но и у нас вышли удивительные, уникальные издания. Первое вышло как раз к юбилею Айги, а второе вышло уже в этом году, в 2020 году. Надежда, хочу, чтобы вы рассказали про них. Тут дело пойдет, конечно, о Еве Николаевне Лисиной. Как раз Агнер Петрович сейчас упомянул ее имя, которая делала посрочники к чувашским стихам айги. Вот, они работали вместе с Микаэлем Нюдалем, и 7 стихотворений было опубликовано, а еще очень большой багаж, там более 20, 30 где-то, они как бы в работе еще. А Татьяна Александровна уже сказала, аккурат к юбилею она выпустила вот эту книгу «12-летней айги». Это мы даже показали на выставке «Отмеченная зима». Здесь из дневников 1946 года айги сделана вот эта вот книга. Это все записи, рисунки айги. Очень интересная книга, конечно, для таких вот узких специалистов, наверное, кто им интересуется, как он становился, поэтом. А вторая книга уже вышла попозже. Это, можно сказать, книга-альбом. Здесь не только литературная часть, здесь и картины. Картины сестренки айги Луизы Юманка. Вот. Это ее рисунки, а стихи Евы Лисиной. «Плач по брату» называется книга, «Две сестры, две слезинки». Предисловие туда писал Агнер Петрович Хузангай, очень такое душевное предисловие, и такие нежные стихи, конечно. Ева Николаевна писала это после ухода Геннадия Николаевича Айги, вот эти ее переживания после его ухода, вот они вошли в эту книгу. А сейчас, я сегодня разговаривала с ней по телефону, она благодарит всех за память об Айги, передает привет, и я знаю, что она уже готовит вторую книгу, уже не 12-летней айги, дальше она как бы исследует дневники, формирует, готовит к печати, и еще она готовит как очерк, как мемуары, наверное, последние месяцы, последние дни айги. Вот эта работа сейчас идет. Вот эти рукописи надо сдавать в архив, потому что, Ева Николаевна точно не лично она, а если лично в архиве, потом могут и потеряться. Сделаем так, чтобы не потерялись. Да, тут такая проблема, конечно, что делать дальше, потому что, вот скажем, вот вышло в нашем книжном издательстве 4 тома его собрания сочинений. Скажем, есть такая очень актуальная задача собирать его письма, адресованные самым разным людям. Скажем, у нас его ближайшим другом был Геннадий Федорович Юмарт, которого тоже уже нет. У него очень большое количество писем Геннадия Николаевича.
Потом Леон Рабель во Франции, к сожалению, он умер в этом году, 31 января. У него там тоже огромная переписка, вообще, наверное, есть, не знаю, как сейчас там это ее судьба, вот так далее. Вот это. Потом вот этот немецкий архив, то есть то, что архив Геннадия Николаевича хранится в Германии, там тоже он фактически, наверное, не разобран, там много чего, наверное, там есть. Вот это такая одна из задач, наверное, ближайших, может, не ближайших, но там надо, конечно, придется долго работать, собирать все и так далее. У меня самого, например, наверное, около 100 писем есть от Геннадия Николаевича, но они, ладно, у меня есть, там хранятся, все нормально. Потом есть ранняя переписка его с моим отцом, там тоже он передал в свое время эти письма мне, но там, наверное, тоже, не знаю сколько, много, в общем, писем на чувашском языке. Первое письмо написано было в 1949 году, но я его опубликовал, первое, одно письмо, а там еще там очень много. И фотографии надо собрать тоже. Ну, фотографии тоже, да. Желательно в одном архиве, чтобы... Иконографию, конечно, И тоже надо воспоминания собирать. надо, конечно, собирать воспоминания какие-то. Да, и воспоминания Да, еще. его современников. Да, Вот как раз про правильно. Еву Николаевну сказали, вот в саратовском журнале «Волга», номер 7-8, за июль-август этого года, вышел материал Евы Лисина, Геннадия Айги и религия, воспоминания сестры. Вступительным словом Ангелики Шмидт, Славянский университет города Трир, Германия, которая как раз участвовала в международной нашей конференции, которая прошла в Чебоксарах. И она как раз задавала свои вопросы Еве Николаевне. Ева Николаевна ей письменно ответила, и вышел такой вот интересный, очень Да, это было удивительный как бы, материал. первоначально это было интервью, но потом как бы она свои вопросы там сняла, и получилось как бы воспоминание, ну и размышления Евы Николаевны вот об этой, на эту тему, скажем так. С ними можно познакомиться в электронном виде, они на портале «Журнальный зал» размещены. Да, Полный журнал текст. «Волга», да. Ну, надо сказать еще, вот вспомните Арсена Мирзаева, который издал вот книгу «Айди книга», это сборник как раз воспоминаний. И сейчас он готовит Там не второе воспоминания, там такой смешанный жанр. Да, сейчас вот я с ним разговаривал буквально вчера, сейчас должна выйти, может быть, к этому культурному форуму в Петербурге. Вот это «Айги книга 2», там тоже будет смешанный жанр, воспоминания, там разные стихотворения, да. посвящение Айги, разных поэтов, там его стихотворений, своих стихотворений. Ну, такое будет интересно. Да. Мы сейчас про культурный форум заговорили. Может быть, можно как-то открыть немножечко наши планы. Открывайте. Дело в том, что есть такое предложение, как оно получится, не получится, что выставка «Отмеченная зима» поедет на культурный форум в этом году, в ноябре, в Санкт-Петербург. Да. Будем надеяться, что Было бы это здорово, случится. конечно, показать. Да. Если говорить еще о планах, то я бы хотела сказать о нашем зале Айги. Дело в том, что в конце года, буквально 30 ноября, было открыто преобразованное пространство зала Геннадия Айги. Он у нас создан в 2009 году в Национальной библиотеке Чувашской Республики. И с этого времени стал просто любимым местом посещений, особенно гостей библиотеки, зарубежных гостей со всей России. Ну и проводится там очень много мероприятий. Пространство требовало своего обновления. И мы вошли в грант главы Чувашии с проектом Геннадия Айги как культурный региональный бренд. И выиграли его, и полностью поменяли дизайн. Дизайнером выступил Олег Аркадьевич Улангин. И сейчас это совершенно другая обновленная экспозиция. Предполагается, что будет возможность использования технологий дополненной реальности. Там все поменялось, представлены, конечно, и книги, но большей частью там представлена практически весь путь становления Геннадия Айги со значимыми людьми, событиями в его жизни. Все это фотохроника, это тексты. И совершенно, конечно, изменилась структура экскурсий, которую мы проводим в этом зале. Всех приглашаем после открытия нашей библиотеки в полном объеме в зал Геннадия Айги. Пожелать можно? Конечно. Есть пожелание, чтобы зал Айги превратился в зал Айги. То есть, к сожалению, там, конечно, такое небольшое пространство, и было очень сложно, конечно, организовать вот какой-то дизайн соответствующий масштабу Айги.
вот в этом небольшом Да. помещении. Надо, Больше конечно, нет делать, зала? надо делать Побольше, залы. это Да. всё-таки- Ну, вот надо думать, потому что еще в этом году, в феврале, вот надо про это обязательно сказать, были очень большие такие события. В рамках Дней памяти Айги, традиционно проходит в Национальной библиотеке, состоялась очень большая, удивительная, уникальная выставка, называлась она «Светом в свет». Вот, Олег Аркадьевич, я хотела, чтобы вы про нее рассказали, и как пополнились фонды зала Айги благодаря этой выставке. Да, можно дополнить, вот я уже об этом немного сказал. Действительно, выставка «Светом в свет», значит, первая выставка, эта выставка прошла в Санкт-Петербурге. Вот, ее помогли организовать и художники Санкт-Петербурга, и поэты Санкт-Петербурга, вот, во главе с, вот, как раз с уже упомянутым Арсеном Мирзаевым, и большое им за это спасибо. На этой выставке были представлены работы иностранных художников, друзей Айги. Вот это были художники из Германии, его друзья. Был вот тоже вот его друг и знакомый художник, такой великий большой художник немецкий, это Гюнтер Юйкер, который сделал специально работы для этой выставки. Они здесь у нас Да, видны. вот две работы из этих двух серий тут показаны. Вот. В рамках этой выставки прошли вот ряд мероприятий, вот, поэтические чтения, музыкальные вечера состоялись. Вот. А в дальнейшем мы эту выставку перевезли в Чебоксары и открыли здесь, в Чувашской национальной библиотеке, в галерее «Серебряный век». Да. Вот мы там организовали эту выставку. И что примечательно, что все работы, которые мы показали здесь, вот, в Чебоксарах, художники передали в дар Чувашской национальной библиотеки, включая вот работы как раз и Гюнтера Юйкера, вот, который также вот с радостью эти работы свои передал, так что сейчас они хранятся. Да, там 4 было немецких художников: Гюнтер Юкер, Андреа Шомбург, Ульрих Вернер, Ута Людвиг. Да. Были представлены картины Николая Дронникова и да, наших да, российских да, художников. Там и гравюры Игоря Макаревича, Да, Александра да. Маслова, Григория Молчанова, Да, Анна да. Луневская из Санкт-Петербурга, да. наших Юман- художников Игоря Улангина и Луиза Юманка. Луиза была тоже, да. Да, и Луиза Юманка. Ну, там еще удивительная история там с этим Гюнтером Юкером, потому что они работали в галерее Эркер в Швейцарии в свое время, издавали литературную книгу, там стихи Айги, а Юкер, значит, делал литографии. Это, я сейчас год точно не вспомню, но неважно. Вот. Но это было давно, а он вспомнил, ему самому уже исполнилось, по-моему, то ли 90 лет, то ли... Да, 90 лет. Да, 90 лет вспомнил, и вот сделал такую целую серию работы, вот, посвященную Геннадию Николаевичу. Вспомнил о его дне рождения там и так далее. Да, да. То есть большое, конечно, спасибо Надо за сказать, что Юкеру тоже исполнилось 90 лет. Это Да. практически Да. в период своего юбилея Да. была передача. Но надо сказать, что это, наверное, заразно передавать в дар библиотеке уже картины. Началась история с Николая Дронникова еще, да, портреты Геннадия Айги, очень много картин по его мотивам его творчества. А сейчас еще в феврале следующего года у нас есть такой план. Да, это вот Атнер Петрович может Отнер Петрович рассказать, да. расскажет. Да, ну вот один из друзей Геннадия Николаевича, это такой поэт Владимир Олейников. Он как бы один из... Было такое объединение в свое время, в конце 50-х, начале 60-х годов, СМОК называлось. Самое молодое общество гениев расшифровывается, либо смелость, мысль, образ и глубина, там по-разному расшифровки. Вот. Ну вот один из как бы основоположников, это был Владимир Олейников, там был такой очень талантливый Леонид Губанов там, и так далее, еще некоторые поэты. Ну, он, наверное, может, остался одним из последних, наверное, с магистров. Ну, остальные, может быть, живы, но они ушли там в другие сферы, там, кто в религию, кто там стал священником там, и так далее. Так вот, он хочет приехать, ему исполняется 75 лет в следующем году, в январе. Вот можно было бы сделать, он сам предлагает выставку, он тоже и занимается живописью, так, в ключе Анатолия Зверева, скажем так, примерно. Они были и друзьями, там, вместе выпивали, ходили там по Москве, шатались и бродили в свое время там, и так далее. И у него очень такие своеобразные стихи. Он переводил чувашскую поэзию тоже. Узангая, Юмарта, Ахуна. В свое время так его книжки выходили.
И он хочет принести в дар, вот, с одной стороны, часть своих живописных работ, ну и там, вот, у него вышло огромное собрание сочинений в 8 томах вообще. Вот. Ну, хотя, говорит, еще говорит, много, говорит, вообще не знаю. Вот, вот такая, возможно, такое мероприятие, такая акция может быть в феврале следующего года. Как раз она может быть приурочена ко дню памяти Геннадия Николаевича, где-то 21 февраля, вероятно. Вот это у нас такие далеко идущие планы, как бы на следующий год уже. А хочется про наши ближайшие планы, про завтрашний день, день рождения Геннадия Айги. Ну это сейчас, да. Ну вот есть такие неожиданные вещи. Вот, когда проходили все эти дни, выставки вот, отмеченной зимы в Москве, там участвовал Сергей Бирюков тоже, вот, который сейчас живет в Германии, известный айгист. И вдруг подходят там люди, там ну, такой, наверное, известный художник Бартенев, вот, и издатель Виктор Губ, они издали такую книжечку, такую вот, 20 экземпляров всего. Здесь литографии Бартенева авторские, в смысле оригиналы, подписанные, все прочее, 20 экземпляров. И вот одну книжку вот дарили, значит, вот, ну, вот сейчас она находится здесь, в Национальной библиотеке. Вот как-то неожиданно, совершенно такие какие-то люди, как бы, ну, мне, по крайней мере, неизвестные были, вот, а сейчас они вот тоже, оказывается, интересуются Айги. Ну, называется книга «Розы в космосе». Они выбрали стихотворение о розах Геннадия Николаевича. Почему они связаны с космосом, я не знаю, но это по их, так сказать, замыслу, мысли, но тем не менее. И там такие иллюстрации, где розы, то есть стихотворение, скажем, вот оно где-то находится в космосе, среди звезд, там что-то и так далее. Там, вот. Вот неожиданные такие вещи происходят, так, тем не менее. То есть в мире вот, творчество Айги изучается, издаются какие-то удивительные книги. Мы стараемся собирать... Да, Галина Борисовна рассказывала, приезжает в Москву студент из Аргентины, вот, перевел книжку Геннадия Николаевича на испанский язык, он тогда был еще студентом, и вот ей привез, там, ну, там сколько-то экземпляров дал, вот, ну, говорит, гонорар, к сожалению, говорит, нет, я сам, говорит, студент, говорит, какой-то серии там издал, вот, тоже, вот, интересно так вот. Тоже в нашем фонде такой человек, хранится, да, эта книжка. нашел. Здесь еще другая проблема. Вот, значит, простой народ мало знает Айги. Или говорят, не понимаем. Вот наша задача объяснить, ну, что такое, вообще, конечно, поэзия это, тем более его поэзия, очень специфичная, все, наверное, даже не смогут, но хотя бы анализа показывать, анализ одного произведения его, вот такого, вроде ничего нет там, одни слова, а как книжный, там чего только нет. Поэзия это глубины, до полной глубины не доходит читатель. Вот надо как-то с читателями работать нам. Вот как раз это ваш козырь библиотеки. Да-да-да. А мы, конечно, можем, например, анализ одного произведения сделать и так далее. Не общее, не по творчеству, а по одному произведению. Потому вот. что мы собираемся все вместе, потому что у нас у всех одна задача раскрыть творческое наследие Айги, донести его значимость, его фигуры, Ну, его творчество всего, не только поэзия. Галина Алексеевна Ермакова изучала, значит, она в школе, как школьники воспринимают стихотворение Айги. Вот удивительные рисунки, очень много рисунков у нее, вот эти сохранились даже. Просто вот какую-то форму надо найти. Или рисунки, конкурс рисунков по произведениям Айги. Пожалуйста, конкурс рисунков. Это проводится. Ну и чтение, вот, все не алда, встреча, каждый день, февраль, на Расуле Генже, Айги была везем, Республика Шайнджи, я уже киреча, террен Жанджини киреча, начинается. Вот когда мы открывали выставку в этом Батаревском, этом, как он называется? Досуговом центре. Культурно-досуговый центр. Вот, потом была девочка маленькая, вот, как ее зовут-то, Кристина, по-моему. Победительница конкурса. Вот, такая есть поэма у Геннадия Николаевича «Амнение». Это длинная поэма. Вот. Она всю ее наизусть, ну, причем не просто наизусть, там это, та-та-та-та-та, она с пониманием читает это. А девочке там, не знаю сколько, 6 или 7 лет, наверное, не знаю.
Первоклассница. Да, ну вот в таком возрасте. Как раз конкурс был, она победительница С пониманием все. Это очень большая, такая довольно Да. длинная поэма вообще, в принципе. С удовольствием Она все слушаю, понимает, с все, наслаждением. чувашское, на чувашском языке, все читает. Прям рядом с мамой. Мама, конечно, рядом стояла, но это понятно. Ну, чтобы, да, вот выдонать. Все вот эти мероприятия, о которых мы говорили, которые проводятся, они как раз направлены на то, чтобы приблизить творчество Айги к людям. На это будет направлено и наши завтрашние мероприятия. Хочу вернуться все-таки к нашему завтрашнему дню. Ну вот, да, это получается так, что мы первый раз проводили день А в 2014 году. Юбилей Айги был, да. Вот сейчас получается 7-й раз. Уже 7 это такое Юбилей, чувашский юбилей. сакральное число такое, да, сакральное число. Ну я не знаю, я писал в свое время об этом, про А, что это такое А, там я не буду все это читать, но для Геннадия Николаевича это буква А, звук А, фонема А действительно была значима, ну потому что, может быть, это его фамилия начинается тоже с А. Из-за Атнера, наверное. Ну, причем здесь Атнер, то ладно. Вот. И он часто подписывал свои письма просто А, значит, не Айги, там Айги, а просто А, там ставил букву там. У него есть 2 стихотворения в честь А, там «Лес старинный», где как раз Аба. Это стихотворение ранее, 64-63 годов вообще, то есть когда он только начал как-то вот думать об этом. Вот. То есть для него это очень значимый такой звук. Потом, опять же, он связан с этим, с понятием белизны, тоже как бы вот что-то белое, все такое. Ну, а такой, там это известные люди, лингвисты, Роман и Капсон, в частности, говорят, это, говорит, самый главный гласный вообще в вокализме. Потому что ребенок тоже начинает. В каком языке? Только родился, в любом языке. В любом? В любом. И даже вот у меня тут целый список этих алфавитов, языков, где первоначальная буква А. Самых начиная от древних, там, не знаю, древнеегипетский, финикийский, там, уральский, древнеперсидский клинопись, там и так далее, славянское, латинское письмо, греческий язык, везде А в начале. Древнетюркское, руническое А тоже там в начале. Ну и так далее. Тут огромный список языков. То есть она всегда стоит в начале, как альфа. Вот. Ну, почему? Ну, ребенок, вот когда рождается, там, его, вот, как бы, вот, с чего начинает он? Рот открыл, вот. Первое, значит, это его, как бы, первый звук, который он издает, вообще, так сказать. Открытый, полный. Он легкий, потому что нужно открыть рот, и все, уже получается А. Вот. И так далее. И потом еще, как же, опять же, лингвисты, тоже и Капсон говорит, вот А это и звук, который и последним. Вот если у человека какие-то нарушения с речью происходит, афазия, так называемая, лингвистическая, то А звук это последним исчезает. Многие там какие-то согласные, другие там уже он не может произносить, а вот А все-таки остается. В самом конце только вот он исчезает. Ай, старый вот. Постоянно ай говорим. Вот. Ну, это такой простой, как бы, для произношения звук, ну и очень в этом смысле важный. Ну, для идиом, конечно. Вообще философия звуков должна быть. Надо изучать философию звуков. Есть, даже есть такая древнеиндийская поэма, Эстаксари называется, там 100 тысяч строк, и все Аба. Да. Философия А, так сказать, так как бы излагается. Это огромная поэма такая. Вот. Ну, я просто прочту стихотворение в преддверии вот этого завтрашнего дня. Мы считаем его международным днем. Официально, конечно, он не считается, не признан пока там ООН и ЮНЕСКО там, но тем не менее многие люди, айгисты, которые живут за рубежом, его переводчики, исследователи, они это как бы знают об этом дне и по-своему как-то его проводят. Но потом есть у него стихотворение, оно из одной буквы стоит всего, звука, спокойствие гласного, А, все. 86-го года, если не ошибаюсь, наверное. 21 февраля, кстати. 21 февраля, да. Вот. День смерти. А вот здесь вот такое стихотворение, это 64-го года, называется оно «В честь А». Я его прочту. Ты, А, чиста, ты лист, язык листа, ты тайна та, зачем я больше жизни чище себя.
Вот такое стихотворение. Ну, завтра, я думаю, что мы этот день обозначим, отметим. Вот, и там в разных местах земли какие-то люди, айгисты, которые считают себя айгистами, тоже каким-то образом, ну, это можно просто произнести «а» и нарисовать его. 3 черты, ну, если в кириллице брать, в некоторых языках сложнее. Там, вот. Описание разное. Всех желающих, наверное, можно пригласить. Да. Ну, надо сказать, что... Завтра. Почему завтрашний день? Надо об этом рассказать. 21 августа, день рождения Геннадия Николаевича Айги, проводится всегда День звука А. Вот, про который Вот сейчас это будет опять 7-й раз сказали. уже, да. И вот завтра в 12 часов в сквере Константина Иванова на набережной состоится 7-й юбилейный День звука А. Всех желающих приглашаем на него. Будем читать стихи Геннадия Айги, Во сколько? говорить о нем в 12:00 начало. Не знаю, что Приветствуются любые импровизации, потому что каждый год какие-то флешмобы делают, такие необыкновенные перформансы. То стремянка, там на стремянке читают, которая похожа на букву А, то выкладываются как буква А, то ну, и читать стихи. Надо будет потом еще в будущем посмотреть вот пространство там проспекта Айги, может, там где-то можно тоже провести. Там, потому что я там был, но это было зимой, вот, и ну, там каких-то вроде площадок пока нет, но где-то можно найти какое-то, наверное, место там, чтобы там провести. В общем-то, есть такая вот идея, конечно, не только вот пространство проспекта Айги вот, посвятить Геннадию Николаевичу, но и вот саму набережную Волжскую, потому что вот эту Волжскую набережную, вот этот вот променад Волжский, очень любил Геннадий Николаевич, он там часто гулял, всегда приводил своих гостей на Волжскую набережную. Вот, я знаю, что многие поэты и писатели любят это место, любили это место. Ну и сам вот сквер Константина Иванова, может быть, как раз вокруг этого сквера можно организовать какие-то вот памятные места, в том числе и связанные с Айги, с классиками чувашской литературы, то есть как бы расширить вот функцию этого сквера. Градусом Захи там есть. Метова слепит, Юра, Метова слепит, там все. Петьматурская, Иванов бульваре где-нибудь. Так что вот это вот место, я думаю, надо вот насыщать вот Да, этим пока пока поставили памятник Ивану Грозному маленький там какой-то. Да. Ну, Почему-то, с какой-то стати. Не Непонятно, совсем, конечно. какое имеет отношение Чебоксары к Ивану Грозному вообще. Самое место, конечно, не совсем удачное. Как? для этого. Уже один из претендентов сказал насчет Грозного, что ну, во время Грозного Чебоксары там начал развиваться и так далее. Ну, это, Ну наверное, да, теперь еще Сталину поставим где-нибудь памятник, там вообще будет хорошо. Вернемся к Айги. Туда идем, туда идем. Давайте вернемся к Айги. Дождемся. Фу-фу-фу. Можем Вот привести... этим боролся Айги, как раз с этим, как раз и с номенклатурой и так далее. Вот в этой книге у меня как раз об этом написано. Ну правильно, да. Как его друзей и так далее, как говорится, не печатали, не только не печатали, а вообще даже в ВУЗе постоянно, ну вот когда учились, я уже сказал, учились в 1972 году, организовали встречу с Айги. Вот Сарбия тогда была старостой, по-моему. И, значит, встретили, сами собрали деньги из стипендии, у него тоже денег не было. На самолет, значит, туда, то есть сюда и обратно. Деньги студентов. Мы за это, как говорится, гордимся, потому что обком, по номенклатуру, вот эти дедушкины, медушкины, они против были Айги. А молодежь под руководством Геннадия Яковлевича Хлебникова мы поднимали его авторитет. Вот как раз здесь фотокарточка есть, как документ. да, здорово, конечно. Вот так что это борьба. Борьба была и есть сейчас, и будет. Без борьбы нет развития. Мы будем бороться культурными средствами, будем популяризировать творчество Геннадия Айги, Вот это главное. его жизнь, его
и показать Деяние. да, его борьбу надо показать. Ну, Даже, значит, Юмар за Айге, он гордился, я говорю, только, может быть, даже выше Зеспеля Айге. Он так высказал, он просто, ну, если оригинальность и так далее, конечно, потому что Зеспель тоже новый унес, а Айге сколько унес чувашской литературы. Я думаю, с 50-х годов молодежь в основном, вот эта творческая молодежь, она вокруг Айги ходили. Эзин там, ну, кого только не скажет. Все они обожали Айги. На встречи приглашали. И когда в педуниверситете был еще чувашское отделение, потом госуниверситет, там мы уже начали приглашать. Студенты всегда уважали, любили его. Но первые айгисты были, конечно, там Юмар, Чекушкин, Да, Егоров, там, да, Егоров. Мария Волкова, наверное, тогда сюда хаживала, он, когда приезжал из Москвы сюда на каникулы или что там, и когда учился в Литинституте, они учились в Пединституте, вот они, но они не знали, конечно, что они айгисты. Само слово появилось потом, уже позже. и сейчас ведь есть молодые люди, которые приходят сами самостоятельно к Айги. Вот последний случай, молодая дизайнер, журналистка, окончившая МГУ, Мария Кошелева, уроженка города Шумерля, подготовила к изданию уникальную книгу «Айги», она ее назвала, ее дипломная работа по окончании школы книжного дизайна. И презентация этого издания обязательно будет в нашей библиотеке, и мы надеемся, что встреча с такими одаренными, удивительными людьми тоже многое даст их современникам, их, господи, Да нет, ровесникам, их ровесникам, молодежи, толчок для изучения творчества Нет, гимназии. конечно, появляются новые люди, но я думаю, что, в принципе, их не должно быть так уж много. Ну да. Вот, потому что бывают такие какие-то массовые поэты, а это все-таки он такой, ну, не Евтушенко, не Вознесенский, другого. Кто понимает поэзию, глубоко понимает, они все должны знать Айги. Кто глубоко понимает. Хотя бы должны знать имя Айги, что у нас есть такой знаменитый поэт, наш, Да, ну, конечно, надо чувашский. знать. Это наш, вот мы его Да, прям его. позиционируем как культурный бренд нашей По Чувашии. национальному радио надо постоянно передачи организовывать, по телевидению и так далее, почаще надо. И от нас зависит тоже. Все Ладно, делаем. давайте будем готовиться к завтрашнему дню, к дню А. Как вот у него строчка есть «А, Бог среди звуков». Вот завтра воздадим этому Богу что-нибудь. Нет. Тогда, может быть, подведем итог нашего круглого стола, и мне кажется, что его итог уже в нашем названии. Айги продолжается. Ну и будет, мы уже как бы еще много-много всяких дел здесь, которые надо сделать, вот, пока еще мы живы-здоровы, слава Богу, вот, и Надо поэтому подготовить молодежь. Всё это надо делать, Приходят, ну да. они тоже продолжали это дело. Вот в чем дело. На это будет направлена вся наша работа совместная, я думаю. Вот. Спасибо.